Уважаемые товарищи, почти 80 лет минуло с той поры, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Сквозь даль времен все яснее и яснее предстает масштаб и величие народного подвига, неприходящее историческое значение битв за Москву, Сталинград, Курск, снятие блокады Ленинграда, выдружение знамя победы в Берлине над Рейхстагом. На фоне того, что во многих странах Европы сносятся памятники нашим воинам-победителям, в нашей стране, наоборот, возводятся памятники нашим героям. Так можно привести пример таких величайших памятников, как в Подмосковье, в Парке Победы, в Оржеве. Никто не забыт, ничто не забыто. Уважаемые товарищи, дорогие наши ветераны, счастья вам, здоровья и благополучия в ваших семьях. Пока мы будем помнить об этой войне, будет жить наша Родина. В нашей литературно-музыкальной композиции принимает участие Капитонова Елена Александровна, Антюхов Иван Васильевич, Зазуля Алла Александровна, Дробышева Татьяна Евгеньевна, Столярова Галина Константиновна. В композиции использованы авторские стихи Капитоновой Елены Александровны, песни на слова и музыку авторов и композиторов Михаила Исаковского, Никиты Богословского, Булата Акуджавы, Александра Александрова, Яна Френкеля и других. Мы начинаем. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой, пусть ярость благородная стебает, как волна, идет война народная, священная война. Утром 22 июня на рассвете из черной тарелки обожгло людей в избах и клунях. Сообщение. Замерли стрелки. На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И когда за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Парня встретила дружная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья, но знакомую лицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? Но знакомую лицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда навеет грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда тебя не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест песен не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет.
По дорогам войны, по военным извилистым тропам шел солдат, глядя вдаль, до победы шагать и шагать. Бесконечно устав от тяжелой и трудной работы, свой народ, свою землю от лютых врагов защищать. Прокопченный в боях, в полинялой своей гимнастерке, мимо груды домов до разгромленных фрицами хат, всю фашистскую злобную нечисть с родимой сторонки, крепко зубы сцепив, гнал и гнал беспощадно солдат. Можно было рассуждать, ладно? Бьется в тесном печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Солнце луч золотился на тусклой броне. Молодой лейтенант на стальном скакуне, заменив битый трак, догонял корпус свой и, забыв о войне, любовался весной. На опушке расцвел первоцвет голубой. С края леса в кустах танки фрицев голубой. Быстро в люк к экипажу, что к бою готов. Все уже на местах, все понятно без слов, и казенникам в пушку доставлен снаряд. Надо бой принимать. Нет дороги назад. Замер мир в буйных красках девчушки весны. Первый взрыв, пир кровавой, жестокой войны. Сколько выстрелов было, теперь уж не счесть. Но была не уронена воинов честь. За спиной у солдат вся родная страна. 7 пантер, только 34-ка одна. Растерялась в бессилии трудяга весна. Вся трава на поляне была сожжена. 6 подбитых зверей захлебнулись огнем, а в 7-м, видно, немец был тоже умен. С расстояния пантеру никак не достать. Вновь от ярости хриплый приказ заряжать. И танк ринулся в бой, видя ясную цель, чтоб закончить смертельную эту дуэль. 2 различных хлопка как один раздались, звуки выстрелов 2 воедино слились. Вся добыча досталась обжоре огню. Эти танки друг друга подбили в бою. Вдруг раздался с небес, как знамение гром. Зарыдала весна своим первым дождем. Но оплакивать рано отважных солдат. Наши целы, лишь раненый в грудь лейтенант, глядя в небо умытое, молвил: конец. Ну, увидел. Из облака машет отец, не вернувшийся с финских дорог снеговых. Не спеши умирать,
будешь жить за двоих. А в сторонке тянулся из дыма на свет чудом выживший в битве родной рыцарь. Два слова. Значит, это стихотворение основано на реальных событиях. Был такой бой, было 7 пантер и 1 Т-34. Они дошли до Берлина, этот экипаж дошел до Берлина, и только в 2005 году вот командир экипажа умер. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. На фронте сжимается вмиг. Снова бой. Вновь на запад их полк наступает. Не забьется живых чувств кристальный родник. Бог войны по-другому судьбу их решает. Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто бой провожает меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные плечи, девичьи плечи помним в стране боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Из воспоминаний Георгия Константиновича Жукова. Иосиф Виссарионович Сталин был деловой человек, и, как говорят, не из трусливого десятка. Несколько подавленным я видел его только один раз. Это было на рассвете 22 июня 1941 года. Рухнула его убежденность в том, что войны удастся избежать. 3 июля 1941 года выступил Сталин с призывом к партии и народу подняться на священную борьбу с врагом, покончить с беспечностью и резко повысить бдительность.
Под Смоленском родилась советская гвардия. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех далей летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей и в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Чередой идут сражения за сражением, но каждый бой, он смертный бой. И каждый бой, как откровение, внутри такая силища нужна, быть может, с виду неприметно. Вот за нее давали ордена, кому на грудь, кому посмертно. Еще морозец легкий по ночам, и гимнастерка мокрая от пота заиндевела на его плечах. Война — тяжелая работа. Подняв глаза, увидел солнце край, клуб дыма уползал куда-то. Команда слышится: курить, кончай, вперед, Берлин нас ждет, ребята. Мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.
что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. День сегодня выдался погожий. Светит в небе солнце яркий диск. От дороги виден всем прохожим скромный, безымянный обелиск. Он стоит здесь в вечном карауле. Не страшны ему ни дождь, ни град. Трудно верить, что когда-то пули убивали наших здесь солдат. Узенькой тропинкой мы шагаем, но ее не пропадает след. Как и все, к подножию опускаем скромный полевых цветов букет. Столько обелисков по России, что, наверное, трудно сосчитать. Вы погибли, чтобы мы жили в мире. Нам нельзя об этом забывать. Устарела мать за много лет, а вестей от сына нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Как-то раз прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне
повторить, просит мать о сыне повторить. И в атаку снова он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Думала, вот-вот, сейчас, в окно, посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грузья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, я пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Своем для меня был белая даль. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Заглубится закат по углам, заметая. Пусть опять и опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грузья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой
Мы опять говорим про войну, проводя параллели, сравнения, сколько ж раз доводили страну до разрухи, до истощения. Век 20 на войны богат, перечислить страницы не хватит. Сколько ж мы потеряли солдат, на войне люди жизни не платят. В 21-м другим поколением продолжается список позорный. Вместо слов лишь слеза сожаления, матерей видя в трауре черном. Я прошу всей земли матерей души счастью и свету открыть, чтобы жили без войн и смертей, чтоб в живых сыновей сохранить. По Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой кони-дончаки. Распевает верховой, эх, ребята, не впервой нам поить коней казацких из чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Он коней ведет шашком, видит девушка с флажком, и с косой под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, синевой горят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Задержаться он бы рад, но поймав сердитый взгляд, но рысью с неохотой крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела, нежный взор не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. По Берлинской мостовой снова едет верховой, про девчину, про землячку говорит друзьям. Как вернусь в родимый дом, как вернусь на тихий дом, синеглазую казачку снова встречу там. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Вновь весна распахнула оконца, грома первого слышно раскаты. Матерей лишь не радует солнце, сыновей собирают солдаты. Без стрельбы и восход, и закаты мы встречаем, беспечно шагая. Все равно гибнут наши ребята, интернациональный долг выполняя. Провожая в дорогу сыночка, губы шепчут, сведенные дрожью: не дай Бог, чтоб в горячую точку, помоги, сохрани, Матерь Божья. И Псалом 90-й, святыню, свой последний наказ передать мать пытается взрослому сыну, оберегом в сражениях отдать. Так какому ж молиться нам Богу? Так кому в ноги нам поклониться, чтоб без слез провожали в дорогу, зная, всем суждено возвратиться. Седа, зиме мне нечего ужаться, не только грусть, мои года, мое богатство. Устала моя седа, не только грусть, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года,
спасибо ягодам, пью горькое лекарство, но никому их не отдам. Мои года, мое богатство, жизнь спасибо ягодам, никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Какая звезда, увы, погасла, ты не детская рука. Мои года, мое богатство, там будет наверняка. Мои года, мое богатство. Всем, кто в армии служил и сейчас стоит на жоле, пожелаем больных сил и побед житейских молим, чтобы чистым не ваш вод был у вас над головами, и родные круговод искренне гордись вами. Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война. Эти стихи Рождественского на сегодняшний день очень актуальны. Мы заканчиваем нашу литературно-музыкальную композицию. В ней принимали участие Капитонова Елена Александровна. Уважаемые ветераны, я думаю, что всем понравился сегодня композиция. Я рад видеть в этом зале, так скажем, солидное количество ветеранов. И здесь присутствуют все первичные организации, которым осталось также провести. Я бы хотел, чтобы провели на уровне, как проводила вторая первичка и как провелась они первая. Вы видите, что и во второй было 20 номеров заявлено, и также 20, ну там 22. Поэтому я думаю, что у вас есть, ну так скажем, выбрать, посмотреть, как все делается, и думаю, может быть, мы после выборов сразу посмотрим оставшиеся 4 перечня. А вашим участникам большое-большое спасибо вам лично за организацию, что вы, так скажем, мало еще работаете в коллективе, но вы смогли так организовать сегодняшнее мероприятие, которое даже на уровне прошло, на уровне. Большое вам всем спасибо. Большое спасибо, конечно. Присоединяюсь к вам.
присутствующим. У меня такое предложение к Сергею Андреевичу и Константину Ну, фестиваль. к Елене Александровне. В общем, Елена Александровна, вот те стихи, которые были сегодня здесь нами услышаны, нам надо как-то собрать. Вот когда мы соберем все номера, будет вот сильнейшая, прям большущая к вам просьба, чтобы вы своими стихами объединили, вот как вы сейчас пытались, номер, ваше стихотворение, номер, и чтобы вы, вот как сегодняшний концерт наш прошел, общий, может, я умно говорю немножко, но все меня, наверное, понимают, чтобы ваши стихи полностью объединили наш концерт общий. Вот у меня такое предложение. Очень большая просьба будет, вот, конечно, к вам. Как скажете, так вы и сделаете. Только будет это известно тогда, когда мы вот уже утвердим номера, и вот чтобы, как ваши, это будет очень здорово. Не отдельные вот ваши, сейчас, Алексей Андреевич, не отдельные ваши, а вот просто чтобы вы составили, когда соединили костяк нашего общего концерта. Это будет здорово. Спасибо. Да, Алексей. Мы с Виталием Васильевичем чуть-чуть пораньше вас уже продумали этот вопрос, так, Виталий? Да. И уже ведь обговорили, ну, в мыслях есть, что действительно, когда будет у нас уже скомпоновано 20 номеров, и мы будем писать сценарий на районный фестиваль, то, конечно, мы вас будем просить потом подумать, какую композицию сделать, чтобы это... Ну, но сегодня было здорово. Всем спасибо.